Город золотодобытчиков Алдан готовится на днях отметить столетний юбилей. Район ждет высоких гостей. Но у части алданцев возникла проблема, о которой не скажут с праздничной трибуны. Крупнейшая золоторудная компания района «Полюс Алдан», похоже, решила избавиться от всех местных работников. Для поселка Нижний Куранах это может быть смертным приговором. Ведь «Полюс Алдан» – это его градообразующее предприятие. Мотивируя свои действия тяжелым финансовым положением компании, ее менеджеры заставляют рабочих переходить на новый патагонный график. Несогласных увольняют, якобы за прогулы. 2 месяца работаешь, один отдыхаешь, как на вахте. А по сколько часов в день вы должны были работать? Ну, если по бумагам, то по 11,5. А если по факту считать, мы же водители, мы работаем от доктора до доктора, что работодатель не учитывает, то мы на смене находимся 13-13,5 часов. Это только от доктора до доктора, не считая то, что еще дороги до дома. Это тот режим, в котором работают приезжие вахтовики. Жителям района он крайне неудобен. Со своей бедой эти водители карьерных самосвалов, теперь уже уволенные, пришли к депутату Илтумен от коммунистической партии Розе Солнышкиной. 29 июня. 3 водителей уволили якобы за прогулы. 4-му ставят в табель прогулы прямо сейчас, потому что до работы их просто перестали допускать. И я работал по 27-му графику, а с изменением режима работы я не согласился переходить на этот график. Работодатель не допускал нас на смены. 4 смены в месяц всего мы были допущены на работу. Остальное работодатель высаживал нас с автобуса, даже на территорию не пропускал. Вместе с юристом они рассказывают Розе Васильевне о том, как суд первой инстанции в районе на днях стал на сторону работодателя, не заметив явных нарушений закона и даже нарушений правил дорожного движения, которые определяют, сколько часов без перерыва можно находиться за рулем тяжелой техники. Там же прописано, что не более 9 часов управления транспортным средством. Новый график не позволяет рабочим уделять внимание семье, воспитанию детей. На это просто не остается сил. Получается, месяц я же каждый день по часу буду видеть. С отпусками у рабочих на новом графике тоже будут большие проблемы. Полный отпуск в этот график, они даже сами согласились, они нам не могут его поставить. В 101 график отпуск они не смогут наши 52 дня включить полностью. Для этого они нам его разбивают. На 3 раза, на 4, в 4 месяца отдыха. У нас получается по 101 графику, который они хотят, нам предоставили. 8 месяцев мы должны отработать, 4 отдыхать. И они считают это выходные месяца, и в выходные месяца они нам ставят отпуск. Зачем это нужно менеджерам «Полюса»? Они, видимо, считают, что вахтовики будут работать эффективнее и меньше требовать в социальном плане. Те местные, кто согласился на новый график, тоже вряд ли надолго задержатся в компании. У меня брат согласился на эти условия. Он очень плохо себя чувствует. Физически, да, даже семью не видит. Физически очень устает. И морально тоже. Дома ругань, скандалы. И насколько его хватит, неизвестно. И я думаю, что избавиться от местного населения, потому что мы со своими проблемами не угодно. Эффективные менеджеры не слушают никаких возражений. Но тем самым они убьют поселок, где останутся только общежития для приезжих. Депутат от КПРФ Роза Солнышкина обещала сделать все от нее зависящее, чтобы этого не допустить. Тем более, это уже не первый трудовой конфликт в «Полюс Алдан», в который ей с коллегами приходится вмешиваться. Именно эти вопросы поднимались на протяжении всех 5 лет мною как депутатом Илтумена, заместителем председателя Госсобрания Губаревым Виктором Николаевичем и практически всеми депутатами фракции КПРФ Госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия. К сожалению, обращение рабочих в правительство республики никаких результатов не дало. Чиновникам проще болтать про демографию, укрепление семей и рост доходов населения. Проблемы трудящихся, похоже, интересуют только коммунистов, тех, кто действительно любит свой район и болеет за его судьбу. Их борьба еще не окончена.